Альберт, инкурхагене өдіңді. Хатар қылықтау. Кухон комбайнға қабылмайсың. Урын жоқ кухонный комбайнға. Вот молодец. Қоймаға шағын келе ме? Жоқ. Жоқ. Әй, Вчера смесь сразу сегодня, блин, не мешай. Әй, шол. Кеше күннің бойы болын. Не мәштадың әлі, айталі мұна Ну, штукатурку, шпаклевку мешал целый день. Шпаклевку? И бүгін? Ну, блин, не мешай. Ну, он же профессионал, я знала, кому это доверить. Ты же профессионально можешь месить. Давай. Ішілі. Сағат біләй месе. Сағат хиге. И мен Альберта заставляю ванда мешать блины. Что ты не выспался? Эй, ты выспался, алдашма. Итак, достар, там кішігінен замесил Альберт блины. Приготовила жаркое, почти уже готово. Таук. Там картошка, морковка. Поставила бульончик варить. Жирный, смотрите какой. Тут, короче, курица, кав. Все, меню готово. Будет супчик, жаркое и блины. Можно еще салатик сделать. Неме! Давай. Не, профессиональный меситель. Айткен тыңдамайсың. Асма только кудыңды ема. Вот так вот намазываешь. Щипать будет, сразу протирай и мой, ладно? Потому что, значит, кудың это ен қылым. Эй, бында не вообще кірпен қалман? Ну вот, поэтому я снять хотела. Так, пока ждем. Сколько ждать надо? Ну, минут 3-5. Не открываем. Инка, куда пошла? Что здесь? Эй, дурак я. Надо было одну сторону сначала делать, потом другую, чтобы смотреть, когда сама снимаешь. Блин, я тормоз. Спасибо. Я же рядом. Так, я сейчас пойду. Я же рядом. Так, я сейчас пойду. Прости. На щетку. Ты сможешь расчесать через 3 минуты? Откуда я знаю, когда 3 минуты пройдут? Папа сейчас скажу. Папа скажу, он скажет, 3 минуты прошло. И вот так сможешь глаза расчесать? Реснички? Ну, вот так, да. типа, да. Вот так прям хорошенько расчеши. И потом протирай. Бляха-муха, вот после резекции желудка, да, постоянно вот такая вот кикерю. Отрыжка. Прямо невозможно. Что-нибудь поешь, отрыжка, что-нибудь поешь, отрыжка, попьешь, отрыжка. И даже живот звуки издает ненормальные. Итак, дорогие друзья, я здесь замутила блинчики. Это блинчики дрожжевые, только, пожалуйста, не спрашивайте рецепт. Это очень легкий рецепт. Дрожжи, вода, молоко, яйца, сахар, соль. Вот наберите в интернете дрожжевые блинчики. Даже на воде их можно делать. На воде даже они вкусные. Ну, на молоке, конечно же, вкуснее. О, на деревенском молоке они капец вкусные. На деревенском масле, на деревенском молоке, на деревенских яйцах. Ой-ой-ой. Конечно же, все зависит от продуктов, да. Очень много напекла я. Целая гора. Смотрите, как трясется. И не падает. Я их намазываю желтым деревенским маслом, которое я только заказываю из деревни. В основном масло я стараюсь заказывать, знаете, когда? В мае майское масло я заказываю. Потом я вот так вот мажу их. Ой-ой-ой. Это просто блаженство. Это же не блинчики, это просто какой-то шедевр. Это праздник для желудка, но не для моего, бляха-муха. Неплохо. Но я ем все равно, я потом омес ем, и все нормально. Я сейчас заметила, что когда переедаю, я же всегда ем омес, да, и мне сразу хорошо становится. И тут, короче, я подумала, блин, а ведь я так могу растолстеть обратно. Потому что, видите, я беру, пью омес, и мне становится хорошо, и я могу есть дальше. И я начинаю, в том-то и дело, есть дальше. Ну, что поделать? Некоторые же растягивают желудок. Я думаю, вот именно так я и не растягиваю. Пью таблетки от желудка. Эй. Ну, и таблетка. Я, наверное, уже достала вас, друзья, со своими разговорами про резекцию желудка. А что мне еще рассказывать-то? Мне больше нечего рассказывать, честно говоря.
Короче, мама попросила рассказать про мои ресницы, а точнее про их отсутствие. В общем, так получилось, что почему-то последние 2 месяца у меня выпадают ресницы. И но это не потому, что, допустим, мастер плохой там и так далее, потому что я всегда ходила именно к одному и тому же мастеру, и всегда нам делала красивые ресницы, которые у меня держались не месяц, а вообще 1,5, даже иногда 2. Вот. Но почему-то последние 2 месяца меня обсыпало прыщами, у меня начали сыпаться ресницы. В общем, я сама не понимаю, что происходит с моим организмом, честно говоря. Это весна, наверное, так действует, Азалия. Но Нет. раньше же у меня так не было. Ну, раньше у тебя и возраст другой был. У тебя же сейчас возраст все-таки стареешь. Спасибо. Не, ну, ты же взрослый уже. И у меня очень сильно начали сыпаться ресницы, поэтому я решила их вообще снять ремувером. Что у меня вот здесь буквально 2 остались, 2 пучка, и где-то здесь пару тоже пучков у меня осталось. Снимала я с помощью вот такого ремувера, который маме дали, какой-то Барбара. Ну, без аромата, для снятия наращенных ресниц. Наращенных ресниц, оказывается, правильно. Вот мы его открываем, выглядит вот так. То есть, ну, реально вообще запаха никакого нет. Просто похоже на, честно говоря, похоже на горчицу какую-то. Мне, честно говоря, глаза вообще не щипало. Не щипала? М-м. Вот прикинь, сколько времени экономия. А ты туда приходишь, потом они долго же смывают, там туда-сюда. А вот тут дома смыл и пошел, да. Кстати, на Вайберс вроде продается тоже такая фигня. А тут мама жирно обмазывает блины. Ну, сегодня можно кушать. Вечером же только нельзя, а днем можно кушать. Правда? Что хочешь сказать? Из-за жирных блинов у тебя ресницы сыпятся, что ли? Вообще ужас какой-то. Кошмар. Девит. Ну, коймак кызым болады, шулай булырга тиеш, Азалия. Коймак без масла — это коймак на вечер. Как папа говорит. Баня без пива, баня на ветер. Там. Надо папу не сказать. И страшный. Самый страшный, блин, не Даша. Чего головой махаешь? Просто страшный, ты же не веришь в этом всем. Невкусно. Блины, вы блиночки мои. Я поехала к Ане, к своему фитнес-тренеру, красить ей волосы, прикиньте. Она попросила, чтобы я покрасила ей волосы. Будем ее красить в огненно-рыжий цвет. Ой, извините, я тут мясо обожралась. Этот, в зубах, капец, мясо застряло. Удобно, да? Когда фитнес-тренер живет рядом. Она меня забирает, иногда привозит домой. Очень удобно. А когда я раньше ездила в город, в фитнес-клуб, да, в Уфу, ой, блин, я так уставала. Я тратила 1 час 20 минут, чтобы доехать до фитнес-клуба. Потом занималась там 1 час. И обратно 1 час 20 минут я тратила, чтобы доехать домой. Прикиньте, 4 часа почти уходила, чтобы я могла позаниматься спортом. Нахрен надо, я подумала. И потом вот нашла Аню. Вообще очень хорошо. И фитнес-клуб у нас вообще рядом, в соседней деревне. Вообще красота. Да, Лариса? Алло, привет, мой шипа, это Азат. Ага, привет, Азат. Короче, скорее всего, пока на связи не будет, Лариса. Что Скоро случилось? сахарта пейтеп, işten yürüyüp қайттым. Неме Всё болды? очень плохо было, Алда. Неме РВНС түгелме, әлі разрыв. Короче, нервная система, блин, весь бүтіннен Яңы диагноз какой-то қойып кетті, там неврологлар керек, но окей, буду искать. Телефон, именно телефон, нәмәләр белән минимум контакт с телефоном тебе еткеннәр, короче. Батас. Аня вот уже приготовила свои краски. Будем красить какой-то эстелевской краской, профессиональная, говорит она. Потом, это что такое? Какой-то Оксид. эпика. Что это такое? Оксид. Что это такое оксид? А? Краска смешивается с оксидом, и получается то, что получается. Да, Аня же этот, как там его, профессиональный визажист, колорист, тонатопрактик, бальзаматор, фитнес-тренер, воспитатель, короче. Все в одном, представляете? Вот.
Сколько профессий у человека. Я не удивлюсь, если она еще скажет, а я еще курсы кулинарии брала. Вот готовить я не люблю. Тут, конечно, да. Да, готовить она не любит. Но я ей принесла гостинцы. Да. Сладкое Снимем покушать. свои гостинцы. Нет, не буду снимать. Ты меня чаем только угости, и все. Сейчас буду чай пить с оксидантами, с красками, с кисточками. А это что такое? Тоже какая-то краска чудит. Это что, лепота, крем-краска. А, мы вот это и будем красить? И то, и то Лепота, смешаем. крем-краска. И то Вот. подмешаем. Посмотрим, что выйдет из этой лепоты. Что-то она похожа на какую-то, прямо, не знаю, какую-то очень странную краску. Я впервые такую краску для волос вижу. Я тоже. Ну ладно, посмотрим. В смысле, а где ты взяла? Я тоже, говорю. Я не знаю, где она взяла. Я говорю, мне подопечная. А, да? Ну что, говорит, это хорошая краска, говорит, да? Я не знаю, она покрасилась, я не покрасилась. Но цвет красивый. Какой вкусный джем. Это что такое? Где взяла? Махеев джем М, клубничный. Я люблю такие вещи. Да? Я же варенье, мед люблю. Я как Винни-Пух, сдувшийся. Я впервые, друзья, буду красить. Посмотрим, что получится. Аня меня будет инструктировать. Прямо здесь, на кухне, мы и покрасимся, наверное, скорее всего. Консультант. Да, натягиваем перчатки. Блин, я, конечно, расстроена очень. Чем? В смысле, Лариса заболела, прикинь? Вот я какой эгоист. Лариса заболела, а я о своей работе думаю, кто сейчас будет работать. Какая я бессовестная. Ну, это не бессовестно, ну а что? Жалко Ларису. блин. Конечно, жалко. Прикиньте, сказали, что никакого телефона, никакого стресса. Лариса же в основном работала на телефоне, разгружала меня по всяким мелким вопросам. Сейчас кто меня будет разгружать по этим вопросам? Я в шоке вообще. Почему так случилось-то? Я ей отдала свою 30% работу. И человек вот даже не вынес этот объем работы. Это говорит о чем? О том, что мне пора сворачивать немножко деятельность. свою бурную деятельность. Мне придется немножко, наверное, уменьшить объем работы. А вот Риналь мне говорил, после тебя я как выжатый лимон. Мне, говорит, даже плохо становится. Офигеть. А может, я вампир? Ты не думала об этом? Нет. Нет, ты не вампир. Не думаешь, что я У тебя вампир? положительная энергетика. Да? Да. А мне мама тоже говорила, что я вампир. Не знаю, мне хорошо, когда я с тобой пообщаюсь. А может, ты сама тоже вампир? А что ты прямо взвешивала, что ли? Я не поняла. взвешивала. Смотрите, даже вот на весах все взвесила, Аня. Взвешивала, намешала. Намешала. Сейчас кашку сварим. Да это как кашу же варить. Что там делать-то вообще? Взял, высыпал столько по рецепту, да, и все. И смешал, вот. Перемешал. И сейчас на бошку шап. Мы старенькие как делали? Вот так шап краску, потом вот так руками. И все нормально было всегда. Жизнь прекрасна. Да, жизнь прекрасная. Ничего не заморачивались. Тебе нужно разделить на 2 пробора. То есть теперь вот такой тебе пробор надо сделать. Ладно, ты помоешь потом. Да, полёй. Ты помоешь, что теперь? Да, конечно, Нормально что, всё. нормально все. Вот и теперь тебе надо корни от корней сантиметров 5 вниз, это все намазать вниз. Начинаешь кисточкой тык-тык-тык-тык-тык вот сюда. Ага. Промазала. Это краска хватит тебе, да? Да. Бисмиллахиррахманиррахим. Так надо говорить, чтобы что-то получилось, Аня. Если так не говорить, ничего не получится. Поняла. Везде, короче, корни намазать. Да. А вот это мы что разделили? Это что, зачем? Ты тоже должна это промазать. А, да? Да. Все, мазать тогда тоже? Да. Почему так? Меня так научили. Да? Потом не ругайся. Да ничего я не буду ругаться. Я есть краску ой. так смазала сначала. Я краску убрала. Я всегда сама себе волосы красила. Мне Да, всегда блин, было что-то интересно. сложно вообще-то красить, и нахрен это надо? Ну ты же тоже красишь, Вань? Нет, в смысле, вот так вот прядями, нахер это надо, блин, вот тут взял, блин, все намазал, расческой расчесал и все. Так нельзя делать, что ли? Жизнь прекрасна, да? Да, так нельзя, что ли, делать, Ань? Ну так не прокраситься все равно. Нифига, мы так всегда всю жизнь красили, все прокрашивалось у нас. Да? Конечно. Эх, Аня, у тебя 3 волосинки, ёпа мать. Да? Не останавливайся, Было много. коллаген пей. Вообще не У меня было останавливайся. много волосинок раньше, Там, а потом короче, они покинули меня. Ну, видишь, ты потому что психичка. И магний сейчас я тебе дам, чтобы завтра же начала пить. Перед сном сразу 3 таблетки выпей, и все, ладно? Мгм. Так, все, мы прокрасили. Чуть Так, корни тут тоже все Да, все, я прокрасила. Итак, дорогие друзья, мы решили с Аней открыть курсы по колористике. Так что приходим, записываемся. Не стесняемся. Да, не стесняемся, все легко и быстро. Покрасим
Дорого. Да, очень быстро научен, вообще, за пару часов. По пару часов, Да, да. это самые легкие, самые быстрые курсы колористов. Деревенских колористов. Мы будем обучать деревенской колористике, понимаете, не городской. Это отдельное такое обучение. Так что приходите. Дорого, Дорого-богато. Дорого-богато, да. Работать Миша. нужно обязательно на кухне и за кухонным столом. Это первое правило. Да. Но тебе надо пожить одной. Нафиг мужиков. Да, мне надо пожить одной. Ты потом знаешь, как кайфанешь, когда начнешь жить одна. Так вот, мы с первым мужем недавно переписывались, Да, и что-то что? болтали. Ну вот он мне говорит, учись, говорит, быть самодостаточной. Говорит, попробуй, говорит, поживи одна, вдруг, говорит, понравится. Вот именно. Я думаю, тебе и понравится. Видишь, даже первый муж тебе такой совет дал. Да. Дело говорит. Да, правильно он тебе сказал. Нахера не нужны эти мужики? Ты знаешь, потом я тебе говорю, как кайфанешь. Тебе понравится жить одной. А мужика иметь можно и так, что? Приехал на свиданку, уехал. Трусы, носки стирать не надо, жрать, готовить не надо. Это же красота. Это же мечта. Мечта. Прикинь, сходить на свиданку без обязательств. Все у тебя есть, тебе цветочки подарили, удовлетворили и все. Все, ладно, давай, пока. Все, давай. Пока. Спасибо. Скинешь мне, что там у тебя вышло-то с волосами? Вдруг не прокрасилась. Если хорошо прокраситься, дорогие друзья, я начну свои курсы по колористике. Будет называться «Деревенский мастер идет к вам». У меня же братишка тоже трудоголик, так же, как и я. И он тоже не умеет отдыхать. И вот один раз он перетрудился, прямо как у Ларисы. Ему стало очень плохо, давление поднялось у него. И тоже вот увезли в больницу. В итоге он очень долго проверялся, и ему поставили диагноз хроническая усталость. И такое бывает, друзья, хроническая усталость. Поэтому не перетруждайтесь, не перерабатывайте. Умейте отдыхать, говорит человек, который сам не умеет отдыхать. Ну, учить кого-то легче, сами же знаете. Итак, дорогие друзья, мы начинаем снимать второй урок. Вот Салават уже готовит локацию. Мини-куртка на Киевалде, мини-галошты Киевалде. Готовят локацию, фон для съемок. Фон для съемок вот выбрали вот здесь вот наш дровяник, который на улице. Уже Салават вот растапливает костер, разжигать будет. Туда поставим еще казан. Будем варить супчик, уху. Вот так мы заморачиваемся, снимаем уроки. Да просто знаете что, я не хотела снимать уроки в таком обычном формате, сидя просто в студии. Мне это не нравится, это не мое. Я люблю шоу, я люблю, чтобы был интересный фон, смешной, засыпляющий, цепляющий, как там правильно говорят, я не знаю. Я стараюсь, конечно, вести уроки на русском языке. Это мне очень трудно дается, потому что, как вы знаете, я очень плохо говорю на русском. И предложение строю плохо на русском тоже. Хотя и на башкирском тоже я плохо строю. Вообще у меня проблемы с языком. У меня языка нету. А нет, языка нету, тугали. Что, как там будет? Чего нету, Салават? Не малю. Все там прекрасно. Просто Да ничего не прекрасно. Сомневайтесь в себе. Да, я много сомневающийся человек. Моторолей. Неуверенный я человек в себе. Просто уверенности не хватает. И на меня как это такое, уверенности не хватает, имешняк, баша, блин. Да у меня Это уверенности, я специально говорю, чтобы это какой ты уверенности у меня дофига, больше, чем у всех вообще. Сглазите, боюсь, это. Алайда Салават бар. И баха. Елеп кеттім мен Салават. Өйтіп қарасаң, представляешь, вот тебе же это не надо нифига. Представляешь, это мои уроки. А Салават бегает. Представляете, стыд и позор на самом деле. Буду учиться у вас. Да, учись, как Мастер. эстетрига других людей. Блог вести. А вот нормально. И как заставлять работать других за себя. Это я мастерски умею, Салават. Это у меня очень хорошо получается. Даже Тагивак Рустам Гизатуллин меня сказал. Он просчитал мою нумерологию и такой говорит: Милюша, кто работает с Милюшой, кто находится рядом с Милюшой, все они работают. Ни один без дела не сидит. Милюша, говорит, умеет заставить людей работать. Прикиньте, вот, оказывается, этому еще надо поучиться хорошенько. Не у всех это получается, а у меня очень хорошо получается. Прикиньте, сколько времени занимает снимать уроки. Пока только Салават камеру свою подготовит, поставит профессиональную, занимает минут 10, подготовка только, минут 20.
а потом уже начинаются съемки. Прикиньте. Поэтому я не люблю профессиональную камеру. Я люблю снимать вот на телефон. Когда даже приходят вот рилсмейкеры и говорят, давай снимем на профессиональную камеру. Я говорю, не, нифига, мне не нравится профессиональная камера. Я люблю все на телефон. Галоши видны? А я беда курна. И костер курна. Костер курна? Ну нет, вообще красивый кадр могу. Да, шикарный кадр. Ага. Рет кишлерга. Не зацикливайтесь на красивом кадре. Я что-то уроки записываю, поэтому приходится зацикливаться немножко. Итак, дорогие друзья, сегодня мы разберем рубрики. Я считаю, что у каждого блогера должна быть своя рубрика. Прикиньте, вы каждый день ведете монотонные сторисы, и в один момент у вас появляется рубрика. Допустим, рубрика «Один день со звездой», вот у меня, да, а вы можете придумать «Один день». Оста! Балгорту, прикинь, балгорттар клипсика. Офигеть! Ана қара! Баладле. Астағфир, ол мені сәскәт өйді шекілді. Видал? Розовый машина отырып хочет бал алып. Ае! Офигеть! Прикольно, да? Видали? Меня даже балкорттар любят. Пчелы. Яркая одежда привлекает внимание. Даже пчел привлек внимание мой яркий вид, друзья. Это очень важно, я же вам говорила. Запомните этот момент. Эй, что заходи, что ты там прячешься, я не понимаю. А вы что, все еще тут, что ли? Я приехал жить сюда. Салават у нас остается жить. Вау. Я держу его в плену, пока он не доработает. И папа такой, Ты когда его сфоткала? только что. Что это юхта там? Папа? Офигеть! Я даже не видела, мы здесь работаем. Дай-ка посмотрю-ка, что Сейчас за он фигня. упадет. Нет, он до сих пор давит. Ну-ка, что за фигня, я не понял. Да, хочу посмотреть. Даже Салат хочет посмотреть. Нам даже твои покупки не интересны. Кстати, тихо, тихо, тихо. Ты ремонт. Он дышит, нет? Что это такое? А? Дышишь? Башенька гале. Придется мне рассказать, почему Альберт в таком состоянии. Да потому что, дорогие друзья, вчера Альберт собирал своих бажалар, да? По-русски как будет бажалар? Не знаешь, ну, Салат? Бажары. Бажары. Своих бажух собирал. Их было 3. Они куролесили. Более-менее слово нашла. Куролесили. Они в 8 вечера начали куролесить. Я встала в 5 утра. Они до сих пор еще куролесили. 7:30 мы с Салаватом уехали по делам. Они остались куролесить. Ты задолбала! Ты опять сумку купила, что ли? Насаля, ты издеваешься, что ли? Так это в школу я хотела носить. Офигеть, блин, я в шоке. Опять сумка готова. А как ты одинаковые футболки дофига покупаешь, так это можно. А как Азалия купила сумку, так это все. Оставь. Ну красивая же, скажи, Да, я мне тебе тоже понравилось. бордовая. Красиво. Приятно такая. Вот, видишь, он даже Салат сказал, красивая. Можно посмотреть. Обалдеть. Приятно такого материала. Минималистично. Потому что моя, которую я в школу носила, я ее купила год назад, и она уже износилась, у нее ручки начали рваться. Как тебе не стыдно? Ты про все свои сумки так говоришь. Я купила год назад, они износились. С тебя тогда обзор покупок. Ух ты. Даже, ух ты, иди пары. Нет. Я не понял, а что столько обуви? Так 2 пары всего. Угу. Что еще? Чем мне еще бояться? Не бояться? Ой, да я, в отличие от тебя, на шопинг вообще редко хожу. Вот ты каждую неделю почти У меня шопоголизм. Я алкоголизм заменила То есть тебе шопоголизмом. можно, потому что оправдание, что за оправдание? Я теперь шопоголик. Я тоже могу сказать, я теперь шопоголик. Ты вот каждый Я день... просто свою одну зависимость заменила. Ты каждый день ездишь в город, и ты почти каждый раз, когда ты ездишь в город, ты себе что-то покупаешь. Это ты специально, что ли, я не рассказывала? И ты каждый день... Лучше быть шопоголиком, чем алкоголиком. Вот именно. А я Понятно? и Лучше не быть алкоголик. шопоголиком, чем алкоголиком. Может, я тоже шопоголик? Рафаэлланы Хиггин Самартқа қабыл етілер. Из чего ты взял, что Гиггинсон? Обычно, Хиггин Самартқа, традиция Рафаэлла дарить. Ну, Егиняна Альберт ага придумала. по-любому Хиггашны гуляет. Ой, да ты чё? Что ли? Альберт Агай подарил меня Рафаэлла. Сроду никогда в жизни такого не было. в целлофане не дарит. А вот именно, она даже Азалия, бля, розу в целлофане.
Бір көрген өйді ғой өте Азалия. Боже мой. Альберта айтыр керек. Что надо по праздникам дарить кадына һәм мөхәббәтенә. Это мы сами себе купили, Да? эту Рафаэлку, ешь. Рахмат. С Азалией, да. Мы сами себе покупаем. Если ты тоже? И цветы тоже. Мы самодостаточные женщины. Мы все сами себе покупаем. И Рафаэлки, и цветы. В салофановом пакетике. Какое воспитание даю, Азалия. Мама вообще главная мужа-ненавистница. Так не говори, ты что, тем более в моих сторисах не Маша. Я люблю мужиков, очень даже. Она салат, тера там, это салат. Тем дить ваша там сейсерен. Эшләтәм, лишь бе эшләһен тием. Карада салаттың күдәре мөлдерәп төшкән. Мен ике көн йокламам. Арыган, 2 көн хатта йокламаган. Как побитый щенок выглядит. Посмотрите, вот именно выглядит как побитый щенок. Скажи, Азалия, он выглядит как побитый щенок. Ты что такой? Не побитый я, А чё? просто не спал. Надо было спать, вот кто виноват? Люди подумают, что это инаңбашы, я хине эшләтәм шулайтып, Yok ben просто ауырдым. юхлатмай. Вот все ведь так подумают. Все же думают сразу, меня карадар да, миним витама, и сразу думают, что я коварная, плохая стерва какая-то, злая мачеха еще. Хатта сейн түкті қарағдалі. Мачеха. А люди правда так думают, салават, что я злая мачеха. Даже Брейерга Бархам, Аделинаны алмахам, меня, знаешь, что начинают писать? А чего вы Аделину с собой не взяли? Почему Азалию взяли, а Аделину с собой не взяли? А я прям жать привязала, представляешь? Может, потому что Азалия живет с нами? Да. И несовершеннолетняя Азалия. Нам приходится ее с собой брать. Может быть, мы ее бы тоже не брали вообще-то. Что? Как часто приезжает Аделина ночевать сюда? Скоро мы тоже ее не будем брать, так Да? что не переживайте. Она тоже самодостаточна. Конечно, она отдельно живет. Я взяла сумку в ресеров. Вот такая вот сумка. О цене говорить. А давай попробуем угадать. В общем, или ты уже увидела? Увидела, я офигела. Я думаю 3800. А, ты увидел цену? Нет. 3600. 3600? Вот такая вот. Достаточно вместительная. Вот буквально Бордового цвета. полгода, 3 месяца назад тоже был обзор на сумку, которую носить должна была Азалия в школу. Когда? Было. Когда? Было. Деловая колбаса. Ты взяла себе ремень? 1000. Да. А он тебе не влезет, по ходу дела? Влезет? А, влазит, да. Нет, я просто думала, если маленький, я себе возьму. А мне что-нибудь купила? Нет. Почему? А я тебе всегда покупаю. Да, потом я это не ношу. Ну я же покупаю. Что за логика? Ты и так себе каждую неделю ходишь что-то новое покупаешь, как тебе не стыдно? Я футболки покупаю за 800 рублей. Скажу, что я купила Декрю. крю для мальчики коричневые. Я ее взяла, чтобы носить дома. Какое качество хорошее. 390. Не, 800. 600. да, 800. Ага, я угадала. Хорошая качественная майка вообще. О, майка крутая. Теперь я тоже такую майку хочу. Вот так вот смотрится. Красивая майка. Это что такое, юбка что ли? Это вверх. 600. Нет, 500. Ладно. нет, 900. близко. 1000. Да. О, прикольненький, да. Вот так смотрится, она вообще без верха. Ага, Плечи тоже можно увидеть. да, прикольно. Следующий пакетик у меня и... Да, тут у меня исключительно обувь. Первым делом хочу показать вот такие вот лоферы. Зачем ты опять эти такие тяжелые купила? Потом сама не носишь их. В смысле, у меня нет лоферов вообще? От вашим дай. Ну, ничего ты не понимаешь. Трактор. Угадай. 5. Нет. Ты чё, дурак, что ли, за 5? 3500. Нет, 2600. Ну ты все обувь подбираешь такую прям мощную. Это красивые женственные ботинки. Угадайте сколько? 3, наверное. Да, 3. О, да. А, кстати, этот, непонятно, мужской, женский, Да? если что, да, тоже дашь поносить. Конечно же, мой пакетик любимый из золотого яблока. Боже. Короче, я здесь взяла серебристый шампунь для холодных оттенков блонда, чтобы нейтрализовать желтый оттенок. Всем блондинкам рекомендую именно этот стиль. Сухой шампунь, 75 мл. Я всегда беру маленький, потому что мне больше неудобно таскать. Я всегда беру от Фуми, мне он очень нравится. Мне очень понравился вот этот кондиционер. Двойное увлажнение, им очень классно закрывать маски. Тут компоненты, которые увлажняют волосы очень хорошо на первых местах, вот в этом кондиционере. Я взяла костюмчик. Сейчас я покажу.
О, нифига себе! Прикольно! Только юбка же короткая, капец. Это юбка-шорты. Юбка-шорты? Да. Ну, прикольно, смотри-ка. Ты как учительница. Как учительница. Спасибо. Прикольно. Чук. Yıldırımda tutan